2025 году Республика Саха переживает один из самых тяжелых периодов в своей новейшей истории. Экономика региона разорена, долги по коммунальным услугам растут из месяца в месяц. Цены на бензин, продукты питания и лекарства взлетели до недосягаемых высот, и даже базовые потребности становятся роскошью для большинства жителей. Уровень бедности стремительно растет, особенно в отдаленных улусах, где люди выживают на грани. Без стабильной работы, без поддержки, без надежды на улучшение. Молодые семьи покидают родные земли в поисках хоть какой-то возможности. А старики остаются один на один с нищетой и холодом. Тысячи семей до сих пор не оправились от потерь, понесенных на бессмысленной войне, унесшей жизни их сыновей и отцов. Вместе с ними ушла вера в справедливость и в будущее. Республика, богатая природными ресурсами, оказывается в положении колонии, когда богатства уходят наружу, а людям достаются лишь крохи. Но есть другая Якутия, тихая, сытая, недосягаемая. Главный центр этой системы – Алмазэргиэн-банк, который работает в интересах узкого круга людей, связанных с семьей действующего главы республики Айсена Николаева. Изначально банк создавался как инструмент развития региона. Он и сейчас является ключевым финансовым центром республики. Через Алмазэргиэн-банк проходят практически все ключевые бюджетные потоки региона: зарплаты учителей, субсидии районам, национальные проекты, закупки оборудования. Банк также владеет долями в целом ряде коммерческих структур, работающих в самых разных сферах и активно осваивающих бюджетные средства через госконтракты. Часть этих средств, по имеющимся данным, может выводиться за границу. Например, доля в уставном капитале ООО «Сайюри», специализирующегося на выращивании овощей, принадлежит японской компании Hokkaido Corporation. Среди постоянных поставщиков Сайюри числится ООО «А Капитал. Дочка Алмазэргиэн-банка», ранее через якутский центр недвижимости, аффилированная с китайской компанией Gold Invest. Несмотря на внушительную выручку и многомиллионные госконтракты, часть дочерней компаний банка стабильно декларирует убытки и имеет задолженности по налогам. Однако это, по-видимому, не вызывает особой тревоги ни у руководства самих компаний, ни у менеджмента банка, тесно связанного с семьей Айсена Николаева особыми финансовыми отношениями. Созданный когда-то как инструмент экономического развития Якутии, Алмазэргиэн-банк со временем превратился в главный кошелек клана Николаевых. Сам Айсен Николаев и его супруга Людмила в разные годы входили в руководство банка, включая должности в правлении и даже пост председателя. Рядом с банком создали сеть подконтрольных компаний, которые формально действуют как отдельные юридические лица, но полностью зависят от Алмазэргиэн-банка. Все это для того, чтобы никто не смог напрямую обвинить их в использовании государственных денег. И вот их основные компании. АО «АЭП Капитал» занимается проектированием, строительством и реализацией как жилых, так и нежилых помещений на всей территории республики. ООО «СайБием» – небанковская кредитная организация, где 96% принадлежит самому банку. ООО «МФК АЭП» – партнер, микрофинансовая компания, выдающая льготные кредиты, но только своим. ООО «АЭБ IT», ранее «А Капитал», занимается цифровыми проектами и IT-контрактами. По большому счету, семья Николаевых – это криминальная группировка, банально ворующая государственные деньги. В их схемах нет ничего суперсложного. Давайте рассмотрим, как это происходит. АЭБ Капитал – структура, владеющая долями в разных компаниях, которым потом достаются выгодные госконтракты. Например, строительные или энергетические фирмы, связанные с АЭБ Капиталом, регулярно выигрывают тендеры на ремонт объектов в Якутске, Мирном, Нерюнгри. Государство выделяет деньги банку. Банк через АЭБ Капитал инвестирует в партнеров. Те получают подряды и возвращают прибыль через дивиденды. На бумаге все чисто, в реальности перекачка бюджетных средств в собственную бизнес-сеть. Также замешана в этом схема АЭБ-партнер и СайБием. Первая дает кредиты для связанных проектов, а СайБием участвует как консультативная и инвестиционно-промышленная компания, через которую финансовые потоки могут косвенно переходить к другим структурам, связанным с Алмазэргиэн-банк. Деньги не покидают систему, они переходят из одного кармана в другой, создавая замкнутую финансовую сеть. В центре этой сети стоит Айсен Николаев, действующий глава Якутии, бывший мэр Якутска и экс-министр финансов. Он знает, как устроены все финансовые потоки региона. Он своей должностью прикрывает все финансовые махинации. Он же заставляет замолчать тех, кто много знает. А рядом с ним его цепные псы, родственники, получающие госконтракты и контролирующие все государственное инфополе республики.
Постоянные получатели госконтрактов его братья Александр и Андрей Егоровы. Они управляли частными компаниями. ООО «Дендария», организация отдыха и развлечений, ликвидирована в 2025 году. ООО «Улу Тонг», разработка в области науки и техники. ООО «БИМ НРМКД», изыскание и проектирование. Именно эти компании, несмотря на разный профиль, имели одну общую черту – доступ к бюджетным потокам. Параллельно Андрей с Александром курировали IT-направления, включая тот самый OneClick Якутск. Все, что связано с цифровизацией, деньгами и информационными потоками, так или иначе замыкается на этой семье. Компания получает госконтракты на разработку и обслуживание IT-проектов республики. Типичная схема выглядит так. Правительство Якутии заказывает цифровую платформу или портал госуслуг регионального уровня. Деньги выделяются из бюджета, а контракт выигрывает структура, связанная с банком. В итоге создается сайт за десятки миллионов рублей, который либо не работает, либо никем не используется. Так было с платформой OneClick Якутск, запущенной в 2013 году, когда Николаев был мэром. За обновление, поддержку и опросы населения из бюджета ежегодно выделялись десятки миллионов рублей, деятельность которых обходилась бюджету за полгода в 7,2 миллиона рублей. Работы по сопровождению проекта осуществлялись через некоммерческую организацию «Индустрия будущего», где также фигурировал Андрей Егоров. Когда OneClick закрыли, вместо него запустили Айта Якутия. Через месяц объявлен конкурс на его модернизацию за 4,8 миллиона рублей. Тот же принцип, та же команда, те же деньги. Так выглядела одна из многочисленных схем освоения бюджета. Под видом инноваций и цифровых решений создавались структуры, где ключевые роли играли члены семьи Айсена Николаева и их доверенные лица. Не обделена братским вниманием и сестра Айсена Николаева, Аяна. Она оказывает консультационные услуги в сфере СМИ и коммуникаций. Одна ее консультация стоит около 2 миллионов рублей. Именно она владеет такими телеграм-каналами, как СМЕРШ-14 и даже, по слухам, Вести-14. Пока республика сжимается от долгов и бедности, Якутия Николаевых продолжает процветать вне кризиса, вне войны, вне совести.